Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. По итогам туркмено-венгерских переговоров в Ашхабаде подписан пакет двусторонних документов. В ходе раскопок на Гонур-ДП выявлены новые находки. Белавия начнет летать в Туркменбаши 2 раза в неделю и другие новости. 8 документов о сотрудничестве в разных сферах было подписано по итогам состоявшихся в Ашхабаде туркмено-венгерских переговоров. В ходе встречи в узком формате и в расширенном составе с участием правительственных делегаций Сердар Бердымухамедов и Виктор Орбан обсудили вопросы развития туркмено-венгерского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Особое внимание стороны уделят таким перспективным направлениям, как энергетика, транспорт, фармацевтика, текстильная промышленность, инвестиционная деятельность, сельское и водное хозяйство. В Туркменистане в ходе археологических раскопок на памятнике эпохи бронзы Гонур-ДП силами российско-туркменско-маргианской археологической экспедиции были сделаны новые находки. В результате раскопок было существенно расширено представление о погребальных традициях древних жителей Маргианы. Также впервые были обнаружены образцы медной руды, в то время как ранее очень часто встречались лишь изделия из бронзовых сплавов разного состава. Белавия с 19 августа увеличит количество рейсов в Туркменбаши с 1 до 2 в неделю. Рейсы из Минска будут выполняться по средам и субботам. Полеты выполняются на бразильских самолетах Embraer И-195. Самолет рассчитан на перевозку 125 человек. Полет длится чуть более 4 часов. Посольство Республики Корея в Туркменистане объявило о проведении отборочной викторины, которая будет проходить 15 июня в актовом зале Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмамеда Азади. Вопросы викторины будут посвящены Корее. Победитель викторины получит возможность участвовать в финальном туре, который состоится в Корее в сентябре этого года. Творческий фестиваль «Талып Джошкуны», ежегодно проводимый среди студентов высших учебных заведений, завершился большим праздничным концертом. В этом году в фестивале приняли участие представители 24 вузов Туркменистана. Фестиваль проходил в несколько этапов. Участники должны были подготовить литературно-музыкальные композиции, художественное чтение стихотворений, исполнение отрывков из фольклорных произведений, а также танцевальные номера. Билеты на пассажирские автобусы из Ашхабада в Авазу поступили в онлайн-продажу на сайте auh.com.tm. Стоимость билета в одну сторону – 100 манатов. Билеты можно приобрести также в кассах Международного автовокзала Ашхабада. Ранее сообщалось, что автобусы будут курсировать по новому маршруту ежедневно с 11 июня. Из Международного автовокзала в национальной туристической зоне Аваза автобус будет отходить в 6 утра в обратном направлении в час дня. В Душанбе при участии президента Таджикистана и находящегося в республике с государственным визитом эмира Катара открыли крупнейшую в Центральной Азии мечеть. Мечеть может одновременно вместить 133 тысячи молящихся, из которых 43 тысячи будут находиться внутри мечети, остальные вокруг нее. Руководители 3 крупных горных курортов узбекистанского Амирсой, российского Роза Хутор и казахстанского Шимбулак создали Евразийский альянс горных курортов. Подписание меморандума состоялось на выставке «Евразия. Наш дом», приуроченной к очередной встрече глав правительств стран СНГ. Альянс позволит продвигать внутренний туризм на евразийском пространстве, совместно развивать горный туризм, обмениваться лучшими практиками и укреплять бренды горных курортов. Туркменские теннисисты выступят в командном чемпионате Азии до 12 лет, который состоится в сентябре этого года в Астане. Этого права юношеская команда Туркменистана добилась впервые, заняв 2-е место на завершившемся в Ашхабаде первенстве Центральной Азии. В течение 5 дней на кортах Олимпийского городка медали и 2 путевки на континентальное первенство оспаривали юноши и девушки не старше 12 лет из Афганистана, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Сегодня ночью состоится финал футбольной лиги чемпионов, в котором на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле Манчестер Сити сыграет с Интером. В паре финалистов безусловным фаворитом выглядит Ман-Сити. В этом сезоне команда под руководством Гвардиолы выиграла чемпионат английской премьер-лиги и Кубок Англии. В коллекции клуба не хватает только трофея победителей Лиги чемпионов.
Несмотря на то, что Интер является явным аутсайдером финала, ему есть что предложить своему сопернику. Финал Лиги чемпионов в прямом эфире покажет телеканал Матч ТВ. Трансляция встречи начнется в 23:55 по ашхабадскому времени. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.